Здравствуйте, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. На прошлой неделе встреча двух лидеров самых больших государств в мире, России и Китая, Си Цзиньпиня и Владимира Путина, мне кажется, взбудоражила вообще очень многих, да, огромное количество внимания было привлечено к этой встрече. Как вам кажется, как она прошла, какие можно делать выводы? Вы знаете, вот многие отмечают, которые изучают Китай и Россию, конечно, что это знаменательно во многих смыслах. Во-первых, это первые государственные, отмечают государственные визиты лидера Китая после его очередного избрания. Во-первых, это третий случай. Между прочим, в истории Китая это третий, второй случай. Раньше, в третий раз избирался, между прочим, Мао Цзэдун. Вот, понимаете, в этом отношении тоже знаменательно. И второе, вот такое, что была подчеркнута вот его визит в Российскую Федерацию, учитывая сложную международную обстановку, конфронтацию между Западом и Россией, была подчеркнута, что все-таки Китай большое значение придает взаимоотношениям, вообще строительству новыми порядков вместе с Россией. Это тоже отмечают. И третий такой случай, что все-таки конфронтация, которая сложилась между Западом и Россией, Россия и Китай подчеркнуто не занимают или пророссийскую, или прозападную. Она как бы занимает нейтральную позицию, но в то же время подчеркивает, что она за мирное урегулирование. Между прочим, его визит Си Цзиньпина в Россию связывалась еще с такой надеждой, что его программа, которая была выдвинута накануне, что план урегулирования, так называемая программа урегулирования украинского конфликта, она была подчеркнута еще раз, что за основу можно было положить. Владимир Путин говорил, что есть некоторые пункты, которые нас устраивают. Вот видите, в этом отношении, во всех этих смыслах, конечно, когда две великие державы встречаются, это всегда событие. Тем более, что, учитывая сложную международную обстановку. В этом отношении вся подчеркивает, что все-таки тот миропорядок, который раньше был, гегемонистская такая политика США вряд ли уже будет иметь место в дальнейшем. Все-таки Китай и Россия, и причем это Си Цзиньпин еще раз подчеркнул, что мы за тот проект, который мы взялись, за многополярность, 100 лет, за последние 100 лет такого никогда не было. И мы вместе начали, и мы доведем до конца. Между прочим, это все было сказано, когда были отключены микрофоны. Вот видите, все это обозреватели отмечают, что это действительно знаменательное событие. Это не просто подчеркнуто было, что это не знак вежливости, это действительно государственный визит, это знаменательное событие. Китай большое значение в своем экономическом развитии придает России, потому что она все больше и больше, как отмечают экономисты, будет нуждаться в энергоресурсах. И в этом отношении в поставках газа и нефти со стороны России Китай всегда будет нуждаться. Все эти основные пункты, на которые следует обратить внимание, что все-таки некоторые говорят, что это может сложиться какой-то альянс, блок, союз. Вообще китайцы никогда не входили ни в какой альянс, ни в какой союз, они вообще это не любят. Они всегда подчеркивают свои суверенные действия, свой суверенитет, но в то же время, как говорил китайский лидер, все-таки это высший союз, это блок, выше блока, потому что мы достигли таких вершин взаимоотношений с Россией, как в истории никогда такого не случалось. Действительно, для России это большое значение имеет, учитывая конфронтацию с Западом, все-таки опора, как опора, Китай сегодня просто необходима. А как вам кажется, из всей повестки, которую, по крайней мере, мы наблюдали по телевизору, из всех, скажем так, посылов или каких-то важных моментов, что больше всего запомнилось, может, какие-то цитаты, какие основные были посылы даны двумя лидерами, как вам кажется? Основной посыл, который я уже говорил, что, конечно, детализировать это очень сложно, потому что все-таки эти договоренности, которые были заключены, они действуют до 2030 года. Это, во-первых. Во-вторых, было подчеркнуто, что все-таки важность в геостратегическом плане, важность для Китая и России, это второе. И самое главное была для России. Для России необходимо подчеркнуть, что она просто не оказалась в изоляции, на что рассчитывали западные страны, когда начиналась эта специальная военная операция. Это очень важно, тем более, если одно дело, какая-то не очень большая страна, допустим, в мире, поддерживает Россию, когда великая держава поддерживает, тем более, как подчеркивают, все говорят, что Китай все-таки скоро станет самой-самой-самой экономически развитой страной, державой, супердержавой. Это очень важно для России в нынешних условиях. В этом отношении вообще, знаете, во-первых, символическое значение имеет, конечно, что Россия не оказалась в изоляции, она поддержана. Правда, могут быть вопросы. Еще раз говорю, что говорили, что вполне возможно какой-то союз, альянс, блок, с подключением Ирана, например, говорили, что
что ну, все отмечают, что это практически и географически невозможно. А во всех остальных случаях я считаю, что этот визит очень важный, исторически вообще-то, даже не, по сравнению с его предыдущими вот, визитом, да, в Российскую Федерацию, потому что все-таки еще раз была поддержана Россия в своих стремлениях построить многополярный мир. И первый вызов, который был сделан Западу, все-таки, как, чтобы не говорили, вот такие жесткие заявления, потом и действия, это со стороны Путина, со стороны президентов Российской Федерации. И это все подчеркивают. И в этом отношении вот, даже иногда, молча, иногда со своими действиями Китай поддержал Россию. Между прочим, я вот и в передаче говорю о том, что и после, естественно, этой встречи очень многие западные аналитики, ведущие издания, такие как CNN, Bloomberg, Foreign Policy, конечно, их главные аналитики, они анализировали эту встречу. Вообще, между прочим, совершенно тоже по-разному. Были разные акценты, можно сказать, потому что и политика вещания у них во многом разная. Но, как я поняла, вот у всех вот этих обозревателей западных, у них была вот эта главная мысль, что, скорее всего, они договариваются об экономических вещах. Китай использует положение России сейчас в экономических вот таких выгодных, дивиденды от этого ищет. Но особого союза того, что хотела Россия, не получается. Вот ваше отношение к этому. Так ли это или так хотят там это видеть? Вы знаете, почему это так подчеркивают западные вот журналисты, вообще обозреватели? Китай всегда очень аккуратно действует в международных отношениях. Еще в предыдущие годы, когда был даже Советский Союз, знаете, вот всегда аккуратно, как бы замкнуто, это великая держава, у нее есть свои интересы, но в отличие вот от такого глобального характера ее действия не носили. А вот недавно произошло еще одно событие, между прочим, которое все отмечают. В Пекин были приглашены представители Саудовской Аравии и Ирана, чтобы заключили между собой мир, конфронтацию в связи с урегулированием конфликта между Саудовской Аравией и Йеменом. Понимаете, там роль Ирана очень велика. За последние десятилетия один из самых главных конфликтных вот, регионов считалось вообще между Ираном и Саудовской Аравией. Это все подчеркивают, что то, что произошло вот в Пекине, вот такая встреча, это говорит о том, что Китай уже заявляет о себе и в международном плане тоже. И его программа по урегулированию украинского конфликта еще раз это подчеркивает. Понимаете, вот когда становишься вот супердержавой экономической, возникают и вопросы политические глобальные. Правда, Китай всегда подчеркивает, что он будет действовать аккуратно, но тем не менее, все-таки надо учитывать, что какие-то притязания на мировое лидерство, я имею в виду в глобальном плане, уже появляются. И некоторые признаки отмечают обозреватели. Поэтому, когда говорят, что Китай вот уже все, вот ее интересуют только экономические интересы, это неправда. Потому что многие действия, особенно нынешнего лидера Китая, говорят об обратном. Прежде всего, что все-таки экономика и политика всегда связаны, надо урегулировать многие конфликты, и роль Китая, учитывая конфронтацию между Россией и Западом, очень велика. И, конечно, и Россия заинтересована. Понимаете, сейчас, что тут скрывать, немного у нас союзников, я имею в виду не у нас, я имею в виду в Российской Федерации, да, 1, 2, 3 страны, которые открыто себе заявили в поддержку России, не более. И здесь роль Китая очень велика. Понимаете, еще одно такое событие, которое необходимо отметить в связи с визитом Си Цзиньпина. Между прочим, многие западные страны и лидерам это не понравилось очень сильно. Они боятся, многие даже вот такой патриарх Генрих Киссинджер подчеркивает, что вот союз, если вдруг какое-то слияние, вот не слияние, я имею в виду прежде всего вот такие тесные связи между Китаем и Россией, это вредит вот гегемонии США. Это все открыто подчеркивают. Бывший президент Дональд Трамп. Это говорит о том, что действительно это какой-то вызов западному миру. А чем это завершится, это покажет ближайшие десятилетия. Все-таки роль Китая надо учитывать и в России, и вообще на Западе, и вообще во всем мире. А еще я помню, что кто-то из этих аналитиков также вот приводит пример там отношений Советского Союза и Китая, и говорит, что в те времена Советский Союз, условно говоря, был старшим братом, Китай был младшим братом, а сейчас все поменялось, и уже Китай старший брат. Вот эти все вот такие вот разговоры, они насколько серьезные? Вообще-то, если есть история брата за последние десятилетия, да, особенно с 40-х годов прошлого века, конечно, Китай очень много перенял у Советского Союза. Вообще Советский
Советский Союз поддерживал Китай до 60-го года. Потом, когда был Никита Хрущев, отношения испортились, потом пришел такой президент США, как Ричард Никсон в 1972 году. Китай почти стал союзником США. Я вам напомню, я даже был участником одной акции, когда я был студентом, когда вооруженный конфликт между Вьетнамом и Китаем возник в 1979 году. Мы все выходили, студенты, на улицу с плакатами «Руки прочь от Вьетнама». Были вот такие конфронтационные отношения между Советским Союзом и Китаем. Но все отмечают, что нынешнего таких высот между Россией и Китаем никогда не достигало. Это благодаря, прежде всего, отмечают, все-таки это благодаря, здесь подчеркивает роль президента Владимира Путина. Такого уровня никогда не было в истории. Когда была Российская империя и когда был Советский Союз. А в остальных периодах истории, конечно, были разные. Потому что у нас даже, я имею в виду, между Советским Союзом и Китаем был еще и вооруженный конфликт, пограничный конфликт. И до сих пор, до 1905 года, окончательно как бы разрешены пограничные все эти вопросы. Это говорит о том, что и дальше могут эти отношения развиваться. Это в интересах и Китая, и России. Я еще раз подчеркиваю, когда две великие державы никогда не становятся братскими. Союзными очень тяжело. А хорошие партнерские отношения в интересах своих национальных интересах, в интересах стабильности и в интересах строительства нового порядка, это поможет. Понятно. Большое спасибо, что пришли, ответили на Благодарю наши вас. вопросы.